Возможно, мы станем первой страной, в которой будут действительно наказывать за харассмент. Жыл сайын Кыргызстанда жүздөгөн аял жана балдар коомдук транспортто ыдыкка кабылат. Бирок мындай окуялар байкалбай, милиция тараптан чара көрүлбөй калат. Өлкөдө ыдык көрсөтүүгө байланышкан жагдайды жеңүү үчүн журналист жана иллюстратор Александра Титова харассмент тууралуу аялдама деп аталган китебин чыгарды. Анын бет ачары Бишкекте өттү. Китепте коомдук транспорттагы харассмент окуялары баяндалат. Ал коомдук транспортто ыдыкка кабылган реалдуу каармандардын окуяларын документтештирет. Самое страшное это то, что некоторые дети, они когда с этим сталкиваются, они не знают, что это такое, но им страшно, они выбегают не на знакомой остановке. Там была вот, например, одна история, где девочка говорит, мне было пофиг, заблужусь я или нет, потеряюсь я в этом большом городе или нет, но я выбежала на незнакомой остановке. Вот. И поэтому, на самом деле, меня это вызывает ярость. То, что я как бы женщина, возможно, у меня будет ребенок, и я его буду отправлять в школу, и я не буду знать, доедет ли он до своей остановки. Бул китепти жаратыш үчүн онлайн сурамжылоо жүргүзүлүп, 2 жуманын ичинде эле 6 жаштан 30 жашка чейинки курактагы адамдарга карата болгон харассмент жөнүндө 90 окуя чогулган. Китепке алардын 55-и чагылдырылган. В этой книге описаны истории подростков в большей части. И когда ты ребенок, у тебя особо-то и нет выбора, да, мальчик ты или девочка, харассерам неважно, они любят потрогать, да. И некоторые совершали такие действия, за которые у нас можно получить хороший штраф и даже уголовную ответственность. Но они себе это позволяли, потому что наше общество, которое сидит рядом на пассажирских местах, отводит взгляд и делает вид, что этого не происходит. Мындан сырткары китептин автору Александра Титова Инстаграм-блог ачты. Ал китептин уландысы болот. Анда Александра коомдук транспортто ыдыкка кабылгандардын окуяларын жарыялап, окуяларга күч түзүмдөрүн чара көрүүсүн талап кылууну көздөйт. Ар бир каалоочу өз окуясын айтып бере алат. Ал блогко жайгаштырылат. Я надеюсь, что там будет много подписчиков, и я уже смогу настойчиво требовать от милиции провести хоть какую-то разбирательную работу. Я думаю, что это действительно очень серьезная проблема для многих девушек и, как оказалось, для парней. И я считаю, что на законодательном уровне это должна выходить какая-то статья, и за это должны быть осуждены люди, потому что это неправильно, это доставляет много психологических и моральных травм. Прочитав книгу, я услышала много разных историй, и меня привело ужас, какие только бывают примеры. Эти домогательства, которые могут происходить в общественном транспорте, вообще это недопустимо ни по отношению к женщине, ни по отношению к мужчин. Мы должны это пресекать всевозможными способами. Также, если мы видим, что в транспорте до кого-то домогаются, неважно, это женщина или мужчина, неважно, какой-то возраст, мы должны не стоять на стороне, а также помочь, всячески помешать этому. Александра келечекте долбоорго ыктыярчылар тартылып, анын ишин улантып, өнүктүрөт деп ишенет. Моя цель — добиться хотя бы одного кейса, которое будет доведено до конца. А когда нас будет много, когда каждый случай будет становиться уже очень резонансным, мне кажется, у нас будет возможность добиваться каких-то изменений.